Невеселые, недобрые сказки порождало то время в детской голове. Вдруг все жители села один за одним стали оглядываться и резко вскрикивать. Я тоже оглянулась. То, что мне довелось увидеть, осталось в моей памяти навсегда. Все наши дома горели. Огромный костер доставал до самого неба. Женщины запричитали и заплакали. Один из солдат, конвоирующих нас, громко и истерически засмеялся. В этом году я решила издать вторую книгу. Это книга прозы. В нее войдут 10 рассказов, одна повесть и роман. Эти произведения писались на протяжении 10 лет, публиковались в периодической печати. Она будет по стилю очень похожа на первую книгу. Это книга поэзии была, она издана в 22 году. Это «Физа». Художница у меня та же, это Муксум Шарфидин. Мне очень нравится, как она подходит к своей работе. Книга называется «Когда зацветет фасоль». Это название первого рассказа в книге. В середине мая появились первые цветочки. Мы смеялись, пели, танцевали и кружились. Даже мама улыбалась, глядя на нас. Но 18 мая ночью нас выгнали из нашей землянки. Выгнали и погнали, как скот. Те, другие, которых мы ждали, как спасение. Другие, которым в лес бегали мои братья и носили мамины лепешки, рядом с которыми плечом к плечу воевал мой отец и мой брат. Я плакала и все время повторяла: они растоптали нашу фасоль. Они растоптали нашу фасоль. Не только фасоль, душу, жизнь растоптали и выбросили так легко, как тонкие стебли цветущего растения. Для меня это очень важная книга. Она не просто так для меня важна. В ней поднимаются темы депортации, военных лет для крымских татар здесь, в Крыму, самой депортации и жизни в Узбекистане. Роман «Колыбель» отличается от других произведений в этой книге. Это роман фэнтези, роман о том, как главные герои попадают в прошлое, меняют его и таким образом меняют настоящее наше. Что было бы, если бы не произошли какие-то определенные события в нашей истории. Подумали, что нужно сделать предзаказ книги и запустили краудфандинг, когда читатели могут заранее заказать себе книгу, заранее ее оплатить и быть уверенными, что им достанется экземпляр.